Общественная палата республики стала инициатором проведения круглого стола «Волонтерское движение. Продолжение традиции милосердия в Северной Осетии». Все больше людей в республике в последние годы проявляют интерес к благотворительности. Чтобы работа добровольцев была более эффективной, участники круглого стола обсудили возможность координировать действия различных общественных организаций. Этот координационный совет будет хороший тем, что мы можем одновременно проводить какие-то массовые общие акции и не растрачивая усилия по мелким, будем говорить, форматам. Проблем поднималось мало, хотя каждый из нас знает, что их не только на уровне общественных организаций нужно решать, а на уровне и нашего руководства. И эти министерства, ведомства, о которых я сейчас говорю, не должны быть в помощь нашей работе. Может быть, сегодня надо было красной линию это провести. Но я так думаю, что это первое заседание. Оно будет, я думаю, как-то поставиться в систему, планово будем проводить. И дальше, наверное, я думаю, что будет конструктивнее и конструктивнее продолжаться работа. Развитие традиции милосердия, привлечение к работе в сфере благотворительности трудных подростков – это далеко не весь список вопросов, поднятых на круглом столе. Говорили и о создании законопроекта по предоставлению льгот для добровольцев. Приятной неожиданностью для всех стало появление на мероприятии волонтера в костюме клоуна. Он презентовал интересные благотворительные проекты. Как и всегда, немало добрых слов было сказано в адрес Жанны Маргиевой. Ее называют главным добродетелем республики. И теперь уже ее воспитанники – сами руководители благотворительных организаций. Основной такой целью круглого стола было создание координационного центра, который бы курировал, можно сказать так, все волонтерские отряды. То есть мы порой сталкиваемся с проблемами, когда в один и тот же детский дом могут пойти одни и те же фонды, волонтеры, или помочь больному один и тот же фонд. И, естественно, возникает вопрос, почему. И сейчас Общественная палата, они хотят создать такой координационный совет, и, естественно, все волонтеры, благотворительные фонды, многие поддержали эту идею, и, естественно, мы даже нуждаемся в этой идее. Мы решили поинтересоваться, знают ли жители нашего города о том, кто такой волонтер и что они об этом думают. За прошедший год волонтеров в Северной Осетии стало еще больше. Около 400 волонтерских книжек получили студенты вузов республики. Сегодня мы с редакцией Осетии ТВ решили узнать, кто такой волонтер. Волонтер – это человек, который занимается добровольно общественной деятельностью полезной. Волонтеры – это очень хорошее движение, которое помогают при организации каких-нибудь мероприятий, в том числе благотворительных, спортивных, культурных. И сам я участвую мало, к сожалению, но в будущем буду стараться. Спасибо. Я даже не знаю, как словами выразить. Это люди от Бога, просто люди от Бога, которые сами по себе, по зову сердца, по какому-то космическому, наверное, принадлежности, они идут. Когда другие сидят на месте, они идут и делают добро людям. Мне кажется, что все должны помогать друг другу и проявлять милосердие, сострадание. Волонтер – это человек, который на безвозмездной основе помогает людям. То есть он не жалеет ни времени, ни сил и взамен за это ничего не берет. То есть ему достаточно итогом своей работы видеть улыбку, горящие глаза тех людей, кому он помогает. Волонтеры это видели, что Олимпиаду. Огромную работу они выполнили. Вот что волонтеры. Вот в этом их призвание было, они выполнили свою миссию. Волонтер – это человек, альтруист, который готов пожертвовать своими интересами во благо другого человека, помочь ему. Иногда, самая простая помощь бывает необходима, иногда профессиональная помощь. Там юридическая, медицинская, психологическая. Человек, который оказывает безвозмездную помощь, то есть получает удовольствие от того, что он делает добро и хорошее людям. Я не знаю, доброволец, наверное, который может помочь в каком-то общественном мероприятии. И, не знаю, наверное, просто за душой добро у него идет. Все должны быть ближе к тому, чтобы
к той мысли, что нужно помогать людям и делать это от чистого сердца. Среди собравшихся за круглым столом певцы, студенты, представители молодежного парламента республики, социальные работники и руководители общественных организаций. Независимо от возраста и социального статуса, добро объединяет всех. Связь между старшими и младшими не обрывается, а это значит, что эстафета добра и преемственности поколений продолжается. Залина Губурова, Валерий Гадзиев, Осетия ТВ.